Экс-депутат Европарламента, он старался донести правду о Южной Осетии и его истории до мирового сообщества. Он часто приезжал в нашу страну, встречался с руководством республики и любил поговорить с простыми горожанами. Кеза давал пресс-конференции, где рассказывал о своей любви к осетинскому народу. Его точка зрения о событиях в Южной Осетии заметно отличалась от мнения большинства журналистов на Западе. Он отстаивал интересы нашей республики и в Европе, делал все возможное, чтобы там больше узнали о Южной Осетии и нашей истории. Сняты мобильными телефонами людей, которые уже нет в живых. Бог с ними. Но они показывают их психологическое состояние. Они знали, что делали. Кеза впервые посетил Южную Осетию в далеком 91-м. Тогда, в очень сложное для Цхинвала время, когда грузины хотели уничтожить нашу страну, он приехал в качестве журналиста популярной итальянской газеты. И именно тогда он решил писать не то, что соответствует европейской пропаганде, а правду. Правду о том, что осетин убивают, а республика в блокаде. О том, что от рук озверевших грузин гибнут мирные жители. В 2006 году Джульетта проходит в Европарламент и уже там продолжает доносить до мирового сообщества правду о ситуации в Южной Осетии. В новой должности он снова посещает республику до войны 2008 года. А уже позже, в 2009-м, Кеза начинает съемки фильма о событиях в Южной Осетии. Период борьбы за независимость. Вот несколько кадров из фильма. Был один из тех участников боев здесь, именно в этом месте, на улице Миротворцев. Вы можете описать положение, которое вы своими глазами вы видели? Ну, положение какое было? Тогда я был заместителем командира батальона миротворческих сил от Северной Осетии. Значит, в принципе, обстрел города как начался с 7 на 8 число, близко к 12 часам ночи. Все посты, не разбирая, там миротворец, не миротворец, там житель, не житель. То есть обстрел как бы был не точечный удар, а как бы накрытие площади в общем. Фильм, к сожалению, не получил большого резонанса, однако во многом благодаря усердной работе Кеза многие в Европе узнали всю правду о трагических событиях в Южной Осетии. Кажется, со своего первого приезда он полюбил Аланию, и Осетия отвечала ему взаимностью, видя, что он, как истинный журналист и благородный человек, всегда за правду. Стелла Бязарова, Оксана Татаева, специально для программы «Неделя».